Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В Каире по инициативе посольства Республики Таджикистан в Египте в сотрудничестве с Центром политических и медийных исследований «Хивар» состоялся международный научно-практический семинар «Таджикистан» и 4-я водная конференция. Как сообщили в посольстве Таджикистана в Египте, в семинаре приняло участие большое количество представителей египетских СМИ, экономических, водных, климатических и экологических учреждений Египта. Чрезвычайный и полномоченный посол Таджикистана в Египте Парвиз Мирзоузуда обозначил основные цели 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018 до 2028 годов, которая пройдет 25 до 28 мая в Душанбе, и призвал египетских журналистов и экспертов активно освещать это событие. Почитание наследия выдающихся литературных деятелей и изучение их творчества является одним из важнейших путей повышения культурного уровня молодежи. С целью почтения богатого литературного наследия выдающегося таджикского поэта Лоика Шерали, популяризации чтений произведений таджикских писателей и повышения литературного вкуса учащихся в средней общеобразовательной школе номер 54 имени Лоика Шерали района Сино состоялся литературно-культурный вечер. В средней общеобразовательной школе номер 54 имени Лоика Шерали района Сино по инициативе руководства учебного заведения состоялся литературно-культурный вечер, посвященный жизни и творческой деятельности народного поэта Таджикистана Лоика Шерали. Мероприятие было организовано с целью почтить богатое литературное наследие поэта, популяризовать чтение произведений таджикских писателей и повысить интерес школьников к литературе. В мероприятии приняли участие представители отдела образования района Сино, языковеды и литературоведы, дети Лоика Шерали, учителя и учащиеся школы. Открывая вечер, руководство школы приветствовало гостей и отметило особую роль Лоика Шерали в развитии современной таджикской литературы, а также его значительный вклад в духовно-нравственное воспитание общества. Затем языковеды и литературоведы выступили с докладами, в которых рассказали о различных аспектах творчества поэта, его уникальном литературном стиле и значимом месте его произведений в таджикской литературе. Было подчеркнуто, что стихи Лоика Шерали проникнуты глубоким чувством патриотизма, национального самосознания, любовью к таджикскому языку и культуре, а также уважением к общечеловеческим ценностям. Дети поэта поделились воспоминаниями о жизни и творческой деятельности своего отца и выразили благодарность руководству школы за сохранение памяти о нем. В культурной части мероприятия учащиеся прочитали стихотворения Лоика Шерали и представили содержательные театрализованные постановки по мотивам его произведений. Для гостей также были исполнены яркие красочные танцевальные номера, которые придали мероприятию особую торжественность. В завершении участники отметили важность проведения подобных литературно-культурных мероприятий для повышения духовного уровня молодежи и укрепления уважения к национальным ценностям. Было подчеркнуто, что литературное наследие Лоика Шерали и впредь будет служить источником вдохновения и просвещения для будущих поколений. В Душанбе состоялся круглый стол на тему повышения осведомленности и информированности широких слоев населения о механизме защиты сбережений. В обсуждении приняли участие представители финансового сектора, банков-партнеров, специалисты в области дизайна информационных технологий, а также сотрудники общественных организаций и средств массовой информации. Сегодня банковские вкладчики в Таджикистане могут опираться на твердые законодательные гарантии. Согласно действующему законодательству республики, система страхования вкладов функционирует для населения на абсолютно безвозмездной основе. Граждане не несут никаких расходов, а страховые резервы формируются исключительно за счет взносов кредитных организаций и средств самого фонда. Именно вопросы долгосрочной защиты сбережений, координация действий по повышению финансовой грамотности граждан и внедрение новых стандартов коммуникаций стали главными темами встречи. Сегодня по инициативе Фонда страхования и сбережений Таджикистана проводится важная конференция для повышения, улучшения механизма защиты депозитов. Считаем, что данное мероприятие очень играет большую роль, в рамках которого наши клиенты или же в общем население Таджикистана может довериться банкам и внести свой вклад для получения определенной прибыли. Также считаем, что данная конференция даст определенный стимул для повышения финансовой грамотности населения и даст такой определенный толчок для уверенности граждан использования банковских систем. Организатором дискуссии выступил Фонд страхования сбережений
Таджикистана Хазина при содействии общественной организации «Иктидор». Рабочую часть заседания открыл председатель фонда. В своем приветственном слове он обозначил ключевые приоритеты государственной политики в сфере защиты прав инвесторов и подчеркнул, что стабильность банковского сектора – это фундамент, на котором строится доверие общества к финансовым институтам. В рамках программы участники также презентовали обновленный официальный сайт фонда div.tg. Как было отмечено, платформа получила современный интерфейс и расширенный функционал, что позволит сделать информацию о системе страхования вкладов более доступной для населения. Кроме того, в ходе круглого стола были рассмотрены положения нормативных документов фонда, регулирующие порядок предоставления информации кредитными организациями своим вкладчикам. Участники обсудили пути совершенствования информационной работы, повышения доступности и понятности материалов для населения, а также развития современных цифровых подходов в коммуникации. На стадионе Душанбе-Арена по инициативе исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомуни города Душанбе состоялось грандиозное праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи Таджикистана и Всемирному дню футбола. В торжестве приняли участие спортсмены, молодежи и подростки, сотрудники министерств и ведомств, студенты высших учебных заведений, представители различных организаций и учреждений, а также активные жители района. По инициативе исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомуни города Душанбе состоялось торжественное и масштабное мероприятие, посвященное Дню молодежи Таджикистана и Всемирному дню футбола. Мероприятие началось в торжественной атмосфере с исполнения государственного гимна Республики Таджикистан. Участники прониклись чувством национальной гордости и уважения к государственным ценностям и национальному единству. В мероприятии приняли участие и выступили заместитель председателя города Душанбе Рахимзуда Толип Карим, председатель района Исмоили-Сомуни, а также представитель комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. В ходе выступлений было подчеркнуто, что молодежь, как активная часть общества, играет важную роль в реализации созидательной политики государства и правительства Республики Таджикистан. Было отмечено, что благодаря молодежной политике лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране созданы все необходимые условия для развития молодежи и спортивной сферы. Также было отмечено, что футбол сегодня является одним из самых популярных и востребованных видов спорта в мире, объединяющим миллионы людей. С особой гордостью подчеркивалось, что празднование Всемирного дня футбола во всем мире началось именно по инициативе Республики Таджикистан, что еще раз укрепило авторитет и международный имидж страны. Другая часть мероприятия была посвящена церемонии закрытия турнира по мини-футболу на Кубок председателя района Исмоили-Сомуни, организованного среди сотрудников министерств, ведомств, организаций и учреждений района. По итогам соревнований первое место заняла команда Министерства обороны Республики Таджикистан, второе место – команда Министерства финансов Республики Таджикистан, а третье место заняла команда государственного учреждения телевидения Душанбе. Победителям и призерам турнира были вручены кубки, медали, дипломы, благодарственные письма и денежные премии от имени исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомуни и Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. В завершение мероприятия зрителям была представлена яркая культурная программа с патриотическими песнями и музыкальными номерами, создавшая праздничную атмосферу и подарившая участникам хорошее настроение. В Душанбе в живописном парке Победы в рамках празднования Дня молодежи Таджикистана и национального забега состоялось массовое спортивное мероприятие «Бег дружбы». В соревнованиях приняли участие подростки, молодежь, профессиональные спортсмены и любители бега, которые состязались на различных дистанциях. Подробности в следующем сюжете.
Парк Победы города Душанбе – одно из самых красивых и живописных мест столицы нашей страны. Здесь в рамках празднования Дня молодежи Таджикистана и национального забега состоялось спортивное соревнование «Забег дружбы» среди подростков и молодежи на различных дистанциях. Массовое спортивное мероприятие прошло при поддержке организаторов, исполнительного органа государственной власти города Душанбе и Ассоциации бега и марафонов Таджикистана. На церемонии открытия представители Управления по делам молодежи и спорта города Душанбе, а также глава представительства Россотрудничества в Таджикистане отметили, что подобные спортивные мероприятия, особенно забег дружбы, играют важную роль в укреплении единства, сплоченности молодежи, развитии дружеских отношений и мирного сосуществования. Основной целью соревнований стали пропаганда здорового образа жизни, укрепление чувства патриотизма и привлечение подростков и молодежи к массовому спорту. Участники были разделены на 3 возрастные группы и соревновались на различных дистанциях. Помимо профессиональных спортсменов, участие приняли любители бега, жители Душанбе и ветераны спорта. Соревнования проходили по следующим категориям. Группа подростков в дистанции 500 и 1000 метров. Группа молодежи и юношей дистанции от 1 до 2 километров. Третья группа – взрослые бегуны и профессиональные спортсмены, которые соревновались на дистанции 7 километров. Согласно итоговым результатам, победители были определены следующим образом. На дистанции 500 метров среди мальчиков первое место занял Хасан Саидов, второе – Изатулло Хидиров, третье – Мухаммад Бузоров. Среди девочек на этой же дистанции первое место заняла Шохина Хамзализода, второе место – Судоба Махкамзода, третье место – Нигина Махкамзода. На дистанции 1000 метров среди мальчиков первое место занял Фирдавс Буриев, второе – Азиз Рахмонов, третье – Фарзон Мирзоев. В главных соревнованиях среди профессиональных бегунов на дистанции 7 километров победительницей стала Раджабмо Абдулоева, второе место заняла Нигора Акрамзода, третье – Марджона Махкамова. Здравствуйте, меня зовут Нурва Мубина. Я сегодня участвовала в Экидине. Были самыми последними и получили первое место. Была только одна стопа, и мы победили. Я успела. Было очень сложно, но потерпели. Соперники тоже немножко быстрые. Из этого я немножко устала и получили первое место. Благодарю всем, кто меня поддерживали. Я очень рада за свое место и за своих друзей. Во время церемонии награждения победителям были вручены медали, дипломы и памятные подарки. По радостным эмоциям и улыбкам участников было видно, что спорт действительно является мостом дружбы, а подобные соревнования создают прочную основу для сотрудничества и взаимопонимания между будущими поколениями. Мероприятие завершилось в праздничной и теплой атмосфере, оставив у участников яркие и добрые воспоминания. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.